Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В столице региона с 4 по 8 апреля состоится конкурс «Учитель года Республики Саха-Якутия-2022». За звание лучшего учителя региона будут бороться победители конкурса муниципального уровня. Это педагоги, которые применяют в своей работе передовые методические практики обучения и воспитания учащихся. О самом конкурсе и о его участниках нам расскажет гость студии Ниргун Павлов, директор Института развития образования и повышения квалификации имени Донского II. Ниргун Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите об истории конкурса и с какой целью он организуется. Как вы уже сказали, действительно в эти дни для всей педагогической общественности нашей республики являются особенными, поскольку в эти дни проходят очные этапы профессионального конкурса «Учитель года» 2022 года. И если вкратце рассказать из истории, то зачинания конкурса «Учитель года» идут с 1990 года. То есть в нашей республике региональный этап конкурса «Учитель года» мы проводим уже 31 раз. И вообще конкурс ежегодно он проводится под девизом «Сети разумное, вечное и доброе». Ваш институт – главный организатор конкурса. Как меняется содержание конкурса от года к году? Меняются ли требования к педагогам, а что остается неизменным? Конечно, требования конкурса, сами конкурсные испытания, они года к году подвергаются некоторой корректировке, поскольку это веление времени. Все мы знаем, что мы находимся в таком времени, когда у нас на глазах происходят в мире тектонические изменения. Да? Это мы живем сейчас в 7-й технологической революции сейчас. И, конечно, в соответствии требованиям современного мира наши испытания тоже меняются. Конкурсные испытания, а также и содержательная линия самого конкурса тоже меняется. А кто из российских учителей и ученых примут участие в качестве экспертов, и вот чем они знамениты? Ежегодно у нас стала доброй традицией, что во время проведения республиканского конкурса у нас принимают участие в качестве экспертов большого жюри абсолютные победители, лауреаты, победители Всероссийского конкурса «Учитель года». А в этом году у нас принимают участие лауреаты Всероссийского конкурса. Это Гамозов Антон Васильевич и Цыдыпова Елена Баташголовна. Да? И плюс еще к нам не только получается, чтобы содержательно обогатить в содержательном плане наш конкурс, да, мы в этом году пригласили Власову Елену Зотиковну, это заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета имени Герцена, а также будет методист из Академии просвещения, это Дементьев Евгений Евгеньевич, региональный директор по Дальнему Востоку. Они будут работать в качестве экспертов и будут, конечно, проводить мастер-классы, семинары для наших учителей, конкурсантов, ну и конечно, для остального педагогического сообщества, которое входит как поддержка, группа поддержки. А сколько в этом году участников и по каким предметам учителя? Этот конкурс проводится в 3 этапа, можно сказать. Да, это школьный, муниципальный, как уже было отмечено, да, и заключительный региональный. В школьном этапе всего приняло в этом году 432 педагога. Да, на муниципальном этапе приняли участие 252 педагога. А в финальный этап добрались 29 учителей, которые в этом году будут участвовать. Всего из 29 районов у нас участники имеются. Нас радует, конечно, то, что из 29 участников 7 они представляют арктические районы. Из 29 участников 7 мужчин. И 7 учителей английского языка, 6 учителей у нас это история обществознания, 4 учителя математики, 6 учителей русского языка и литературы, ну и по 1 учителю физики и географии. А что дает этот конкурс учителям? Этот конкурс вообще дает уникальную возможность всем учителям погрузиться в уникальную атмосферу творчества и созидания. Да? Здесь у нас
Вообще этот конкурс, он очень такой добрый и вообще дает такой не только карьерный, да, а профессиональный рост. То есть каждый конкурсант, проходя все испытания, и он ведь не только вот когда он проходит испытания, он заранее готовится, каждый конкурсант изучает те или иные материалы, посещает те или иные курсы повышения квалификации, да. То есть, иными словами, здесь идет каждый участник, он получает такую линию, траекторию самообразования, да. То есть, иными словами, этот конкурс позволяет ему на ступеньку выше подняться по лестнице профессионального мастерства. А как итоги конкурса влияют на работу Института по организации повышения квалификации педагогов в будущем? Наши победители, это лучшие учителя нашей республики. И все учителя, они, конечно, мы смотрим их, да, их опыт, передовой опыт. И при организации курса повышения квалификации, дабы мультиплицировать передовой опыт педагогический, их распространить на республику, мы их приглашаем в качестве при проведении обучающих семинаров, да, при проведении курса повышения квалификации. Иными словами, они становятся нашими сетевыми учителями, которые работают у нас в качестве привлеченных лекторов. А расскажите подробнее, какие мастер-классы будут организованы? Первый тур конкурса — это у нас методические мастерские будут проведены. Здесь будут показаны 29 лучших педагогических мастерские будут работать. И во второй тур нашего конкурса пройдут 15 лауреатов. И все мы в рамках этого этапа увидим 15 лучших мастер-классов наших педагогов, да? Ну и в последний этап, это третий этап, у нас будет завершающий пресс-конференция, в котором пройдут 5 победителей данного этапа. То есть, иными словами, все мастер-классы увидим на протяжении всего конкурса. А какие еще испытания подготовлены для конкурсантов? Для конкурсантов, у нас стала доброй традицией, проводятся различные не конкурсы, да, а благотворительные акции, да? Особенностью этого года является то, что Арсеном Сергеевичем у нас объявлен Годом Матери, и у нас запланирован ряд мероприятий, благотворительные акции. А по линии Министерства образования и науки этот год проходит под эгидой Года чтения. Все учителя, конкурсанты и организаторы везут подарок книгу. Мы сформируем 2 библиотечки, которые мы подарим 2 образовательным организациям, которые расположены в арктических районах нашей республики. Это является такой доброй традицией, да, и, конечно, это соответствует девизу конкурса, то, что необходимо сеять доброе, вечное и разумное. А финалисты конкурса, то есть их сколько? 5 человек, да? 5. Это абсолютные победители, те, которые пройдут третий тур. Они далее отправляются, я так понимаю, на российский этап конкурса. Вообще из этих 5 победителей, да, мы определяем абсолютного победителя. И этот абсолютный победитель представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе «Учитель года». В этом году победитель прошлого года — это Конова Анна Сергеевна, учитель иностранных языков, английского и китайского, школа номер 23 города Якутска. А победитель этого года в следующем году представит нашу республику на Всероссийском конкурсе «Учитель года» 2023 года. А вы сами являетесь неоднократным лауреатом предыдущих конкурсов. Что бы вы пожелали своим коллегам? Вообще, когда человек, и по жизни, да, и принимает участие в таких конкурсах, всегда надо оставаться самим собой, это во-первых, да, и здесь необходимо, конечно, понимать, что вообще, когда участвуешь в таких конкурсах, это большая ответственность, да, и честь, с одной стороны. Ответственность — то, что ты представляешь свою образовательную организацию, школу, да, ты представляешь свой район. Да, и это, конечно, накладывает такие груз ответственности, но и с одной стороны это честь, то, что ты являешься одним из лучших учителей республики. Я бы пожелал конкурсантам этого года, чтобы у них все, что запланировано, все у них получилось. Расскажите, а какие учителя в основном становятся победителями конкурса?
Победителями конкурса, да, школьного, муниципального, республиканского этапа, как правило, становятся учителя, которые имеют высокое такое профессиональное мастерство в сфере учительства, методики, технологий, да. Ну и, как правило, побеждают именно учителя, которые имеют свой индивидуальный стиль преподавания, обучения. И плюс еще, конечно, человек, учитель, который имеет богатый внутренний мир. Как правило, именно такие педагоги, учителя и становятся победителями различных этапов республиканского конкурса, всероссийского конкурса «Учитель года». Нургун Михайлович, спасибо, что ответили на наши вопросы. О проведении конкурса «Учитель года Республики Саха-Якутия-2022» мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.